Продолжаем тему точечной застройки. Теперь мы оказались в центре города, проспект Куста 79 и 81. 18 лет назад был построен элитный дом, однако для этого дома не было двора, и тогда застройщик пообещал выкупить соседнюю территорию, где находится дом дореволюционной эпохи, и расчистить эту территорию и подарить двор жильцам элитного дома. Но, как бывает в таких историях, у жизни свои планы, как и у бизнесменов, и у вороватых чиновников. И за обещанную территорию жителям дома на проспекте Куставов 79 развернулась война. Обратите внимание на маленький двор многоэтажки. Это нарушение всевозможных норм. На территорию двора даже не может заехать пожарная машина, чтобы справиться с пожаром или какой-то чрезвычайной ситуацией. Ни при каких условиях нельзя было сдавать дом с таким маленьким двором. А теперь суть истории. Какой-то ушлый бизнесмен с помощью административного ресурса хочет отжать эту территорию себе, что практически сделал по документам, и хочет забабахать там 9-12 этажное здание. Хотя территория предназначена только для индивидуального жилищного строительства. И вот за этот дворик, ненужный дворик, как бы ненужный дворик, идет борьба. Борьба непонятного застройщика и жильцов дома, которым давно обещали сделать здесь нормальный двор для детей. Я, Карай Виктор Михайлович, проживал в этом доме всю свою жизнь. Мне 71 год. Меня выселили, нам предоставили квартиру на Кельминистов 4, а я как частник отказался. 42 квадрата давали там. Судился 2,5 года с администрацией по отселению. Просил по закону, что мне предполагалось по судебным экспертизным делам. И мне должны были заплатить по экспертизе. И мне должны были 2 миллиона 890 тысяч рублей. Состав 7-6 человек у меня. 2 внука, 2 дочки, жена. Всю жизнь проживали здесь. Вот. И мне заплатили всего 1 468 000. Я купил за эти деньги квартиру и до сих пор не могу въехать туда, потому что взял кредит и не могу оплачивать за ремонт. Это лакомый кусочек. Человеку заплатили 1 300 000 за его жилье, а кто-то хочет забабахнуть тут высотку и заработать миллионы. Есть еще третья сторона, дом. Вот сзади меня вы видите крышу. Они хотят просто получить нормальный двор, потому что им сдали жилье, элитное жилье, без двора, то есть детям негде гулять, в принципе. Вот все, что вам надо знать о том, как в Осетии строят и какие здесь застройщики. Что мне делать, я не знаю. Вот. На данный момент я не работаю, болею. У меня пенсия 9500 рублей. Вот. Так что вот не знаю, если что-то могут изменить на данный момент судьбу мою, я буду очень рад. И я хочу обратиться к главе республики Битарову, попросить его рассмотреть мое дело и оказать хоть какую-то материальную помощь, чтобы я смог дальше жить и сохранить семью и воспитывать внуков.